Ассаламу алейкум, уважаемые жители села, уважаемый президиум, уважаемые педагоги. Сегодня у нас в селе Минхюр Суместальского района проводится отчет перед населением о проделанной работе за 2020 год участковым полномочий полиции отдела МВД России по Сулейманстальскому району лейтенанта полиции Амирова Расима Рафиковича. На отчете также присутствует глава муниципального района Сулейманстальского района Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович, заместитель начальника управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Республике Дагестан, полковник полиции Гаджиев Багавдин Кутбудинович, начальник отдела МВД России по Сулейманстальскому району подполковник полиции Османов Играм Османович, заместитель начальника полиции отдела МВД России по Сулейманстальскому району по охране общественного порядка подполковник полиции Магомедов Тагир Магомед Афисович. Временно исполняющий начальник отделения участкового полномоченного полиции и подразделения по делам несовершеннолетнего отдела МВД России по Сулейманстальскому району капитан полиции Рамазанов Артур Играмудинович. Слово для отчета предоставляется нашему участковому уполномоченному полиции Амирову Расиму Рафиковичу. Здравствуйте, уважаемые жители, уважаемые присутствующие. Сегодня подает отчет перед населением за 2020 год участкового уполномоченного полиции Амирова Расима Рафиковича. Мною, согласно приказу начальника МВД России по Сулейманстальскому району, обслуживается административный участок номер 4 селения Минхюр Сулейманстальского района с 5 сентября 2017 года. Численность населения селения Минхюр составляет 3263 человека, из них пенсионеры 600 человек, трудоспособное население 2980 человек. Общая площадь селения Минхюр составляет 220 га. На обслуживании всем участке селения Минхюр Сулейманстальского района расположено 712 жилых домовладений, одна среднеобразовательная школа, один фельдшерско-акушерский пункт, культурно-досуговый центр, 11 объектов торговли и одна мечеть функционирует. За отчетный период 2020 года моя работа направлена на решение задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охраны имущества и укрепления правопорядка на обслуживаемом мной административном участке в строгом соответствии с законом Российской Федерации. На территории муниципального образования администрации сельского поселения Минхюрский за истекший период 2020 года зарегистрировано 3 преступления. Одно преступление предусмотрено статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Одно преступление предусмотрено статьей 158, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». И одно преступление предусмотрено статьей 111, часть 2, пункт 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За отчетный период 2020 года мной профилактическим обходом охвачено 90% административного участка. В ходе практического обхода выявлено 68 пустующих домовладений. Всем жителям выданы визитные карточки. С целью обеспечения пожарной безопасности домов на обслуживании всех участке собственникам жилья проводятся профилактические беседы о том, как себя вести в случае обнаружения очагов, возможных возгораний, соблюдение требований пожарной безопасности в эксплуатации бытовых электроприборов, отопительных печей, газового оборудования, с вручением памяток на противопожарную тематику. В целях профилактики совершения преступлений мной совместно с сотрудниками ДПС, ППС проводились рейдовые мероприятия, как в дневное, так и в ночное время, в ходе которого досматривается передвигающий по административному участку автотранспорт, проверяются лица, склонные к совершению преступлений, лица, состоящие на лицевом учете в МВД России по Сулейманстальскому району. На профилактическом учете по различным категориям в отделе МВД России по Сулейманстальскому району состоят лица из числа жителей, проживающих на обслуживаемом участке, из которых ранее судимые 3 человек, условно-досрочно освобожденные 2, формально подпадающие под административный 2 человек, несовершеннолетний 1. С каждым из состоящих на учете мной проводятся профилактические беседы с доставлением в МВД России по Сулейманстальскому району. В сфере административной практики мной за отчетный период было выявлено и составлено 120 протоколов за совершение правонарушений, предусмотренных действующим административным законодательством по статье 20.21 КОАП о явлении в общественных местах, 20.20, 19.15 КОАП РФ, 20.1, 14.2, 7.19, 14.1, 19.16 и другими статьями административных правонарушений. Предметом особого разговора является профилактическая работа по решению преступления, как известно, легче привлечь, чем раскрыть. Как показывает анализ, потерпевшим становятся граждане, которые пренебрегают мерами по защите своего имущества. Хочу обратить ваше внимание на сохранность вашего имущества и особое внимание на сохранность скота, недопущение оставления скота бесприсмотрно.
Так, с наступлением летнего периода времени мной была активизирована работа по выявлению правонарушений, связанных с незаконным родом наркотических средств. Проводились периодические обходы с целью получения информации о лицах, причастных к незаконному роду наркотиков и средств употребления наркотических средств. Также в ходе практического обхода были проверены приусадебные участки на предмет наличия незаконных посевов и других наркосодержащих растений. На обслуживаемом участке расположена общеобразовательная школа, где на данный объект заведено контрольно-наблюдательное дело, в котором отражается вся проводимая мной в среднеобразовательной школе работа по профилактике совершения правонарушений среди несовершеннолетних. Проводятся профилактические беседы с подростками, с участниками, учениками СОЖ, проверяется с теми родителями, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию своих детей. Совместно со службой ПДН и сотрудниками районного отдела образования проводятся мероприятия по проверке мест массового скопления молодежи с целью выявления лиц, нарушающих закон, и недопущения употребления ими спиртных напитков и наркотических средств. В целях профилактики совершения кражи, охраны общественного порядка с соблюдением ПДТ совместно с сотрудниками ДПС, УР и УР проводятся рейды в мероприятия на обслуживаемом участке, профилактические беседы населения. На территории Североморского района проводились профилактические операции. Розыск, оружие, выкуп, МАК 2020, должник, нелегальный мигрант, ТЭК, профилактика, сектор, внимание, дети, бытовик, челнок. На административном участке проживает 89 владельцев огнестрельного оружия. И за истекший период 2020 года мной проверены условия хранения оружия 89 человек, в ходе которого выявлено 2 административных правонарушения, после чего мною составлен административный протокол по соответствующим статьям. Согласно указу главы Республики Дагестан 18 марта 2020 года номер 17 введение режима повышенной готовности, мною было доведено до указания Роспотребнадзора населения на обслуживаемом участке номер 4 населения Верховцева Монастырского района, а также цель реализации комплексных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой инфекции включались постановления и соблюдение режима самоизоляции граждан, проводились практические беседы о соблюдении режима самоизоляции, нахождении режима изоляции, ношения средств индивидуальной защиты, масок, перчаток. На сегодняшний день заболевшей темой становится вопрос распространения коронавирусной инфекции и соблюдения мер по борьбе с COVID-19. Вместе с тем необходимо учитывать, что на состояние оперативной обстановки значительное влияние оказывают социально-экономические факторы. Снижение жизненного уровня шире распространяется безработица населения, распространение пьянства, сфера досуга и отдыха отсутствует. Кроме того, хотелось бы донести информацию о том, что участковый пункт полиции расположен в селении Мехыр Сулейманстальского района по улице Агасиева, 23, помещение здания сельской администрации. Прием граждан осуществляется согласно графику в будние дни с 10:00 до 13, в выходные с 15 до 18. У меня все, товарищи, уже должны. У присутствующих есть вопросы к участковому полномочному полиции? В его работе? Может, кто хочет высказаться в данной части? Если вы позволите, один вопрос, Расим Рафикович. Вот вы сейчас проходит межведомственная операция «Оружие выкуп». Вот в данной части какая работа вами проделана по этой операции? Мною до населения доведено население Мехыр, что в рамках на территории Республики Дагестан проходит операция с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Межведомственная операция «Оружие выкуп», в ходе которой у населения по возмездному выкупу населения незаконно хранящего огнестрельное оружие и боеприпасов. Имеется стенд, где разъяснено цель проводимой операции, условия принятия отдела внутренних дел незаконно хранящего населения оружия, боеприпасов, вещественных веществ. Также способы выплаты денежных средств за выданное незаконно хранящее оружие, отсутствие уголовного преследования в случае добровольной сдачи незаконного хранящего оружия. Присутствующие есть еще какие-то вопросы? Хотел бы задать вопрос. Созданы ли вам условия здесь в администрации сельского поселения и часто ли обращаются жители района, жители села к вам и по каким проблемам? Да, в администрации сельского поселения у меня есть кабинет, где есть все необходимое оборудование. Техника, да, компьютер, все, принтер, все необходимая техника присутствует. Жители жалобами в основном бытовое, земельные вопросы такого рода. Это все фиксируется у вас? Да, конечно, журнал учета. Прием проводите, ваши данные, номер телефона у всех жителей есть? Всем розданы визитные карточки, у всех жителей села есть номера телефона. При подворном уходе, который проводится каждый год, мы это обновляем. А каково взаимодействие с администрацией сельского поселения, с директором школы, имамом мечети? Администрация сельского поселения всю необходимую помощь мне оказывает, подает информацию, которая необходима для осуществления моей служебной деятельности, о лицах, которые находятся не на территории села, проживают. Имам мечети, регулярно проводим беседы, в мечети проходят у нас, с прихожанами мечети проводятся беседы, присутствую также на каждую пятницу на
там, на 5 часов намазе. А так вот в школе мы собрались, есть вот в сельском поселении у вас неблагополучные семьи или неблагополучные дети, которые школу не посещают? Есть какая работа в этой части вами проводится с неблагополучными семьями? Это как одна из наболевших проблем у нас на сегодняшний день. С учениками проводятся беседы и с родителями проводятся классные, когда бывает у них мероприятия, привлечение родителей, проводим беседы с учащимися, проводим беседы на различные темы с привлечением сотрудников ПДН и ГИБДД проводятся регулярно различные беседы. Если кто-то выступит хочет, пожалуйста, к микрофону подойдите, выступите. Может, какие-то вопросы есть у вас? Подойдите, что вопросы. Выступающим прошу представиться, кто Тренер-преподаватель детской юношеской спортивной школы селения Минхир Мурадагай Мурадагай Джалалович. Уважаемые гости, уважаемые наши педагоги и жители села. Вот уже 4 года я знаю нашего участкового Расима Рафиковича. Он участвует во всех мероприятиях, проводимых в селе. Также постоянно интересуется успехами наших спортсменов, приходит в спортивный зал, всегда спрашивает, какие успехи, какие у нас эти трудности. Ну, во всех этих он интересуется делах. Ну, молодой наш участковый, он постоянно с молодежью также работает, интересуется таких, во всех этих делах молодежи. Имеется телефон, отношения у нас хорошие, вот такие. И могу только оценить его с положительной стороны. Спасибо. Если есть вопросы. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, родители, администрация района, администрация села, жители села. Поздравляю сегодня всех с сегодняшним праздником. Я рада вас приветствовать в нашей школе, где вашему вниманию предоставляется отчет уполномоченного участкового лейтенанта полиции Расима Рафиковича о проделанной работе. В системе образования сегодня даны понятные ориентиры со стороны государства, сохранять традиции, формировать нравственно гармоничного человека, ответственного гражданина России. Традиционная школа в нашей стране больше, чем школа. Она является центром культурного, духовного воспитания не только детей и молодежи, но и всего населения. Этот уклад формировался веками. Для детей и молодежи, ну и всего каждой эпохи вопросы воспитания были ключевыми. По этому поводу великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев точно подметил: знание без воспитания, что меч в руках сумасшедшего. Одним из серьезных направлений школы является правовое воспитание, исполнение закона Российской Федерации об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Различные проблемы, возникающие в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов, определяют основные направления социальной работы в школе. Поэтому в нашей школе совместно с участковым Расимом Рафиковичем ведется целенаправленная работа. Профилактика правонарушений – одно из главных направлений воспитательной работы с подростками. В результате системной работы и совместных усилий школы, ПДН и участкового в школе хорошая дисциплина, порядок, она управляема и контролируема. Ни один случай нарушения дисциплины не остается без внимания. Принимаются конкретные меры, о которых своевременно информируются родители несовершеннолетнего. В нашей школе нет подростков, состоящих на учете ПДН, КДН. На внутришкольном учете у нас стоят 4 учащихся. Ибрагимов Валерий Фазирович и участковый Расим Рафикович с этими детьми ведут большую целенаправленную работу по профилактике правонарушений. Беседы на правовые темы, индивидуальные профилактические беседы, с родителями также ведется индивидуальная работа. Наш молодой инициативный участковый Амиров Расим Рафикович добросовестно и ответственно относится к своей работе, осуществляет индивидуальный подход к учащимся, хорошо знает психологию детей, проводит большую воспитательную работу среди учащихся, постоянно поддерживает контакт с педагогами и родителями. У меня все. Начальник управления образования муниципального района Шиманстровский район Шалбай Гусейн Бединович. Мне по долгу своей службы очень часто приходится контактировать с нашими работниками
И раньше 10 лет работал заместителем директора по воспитательной работе школы. И 3 года работаю в управлении образования сейчас. Вот раньше наша работа такая носила плановый характер. Да, раз в четверть вот, приходят работники, ведут беседы. И все. Сейчас, вот последние годы, мы видим это комплексные меры совместно с АТК, духовенством. Вот всегда работники полиции с нами в наших образовательных организациях. Ведется профилактическая работа по профилактика по религиозному экстремизму, терроризму, наркомании, по профилактике правонарушений. В последнее время очень усиленно ведется работа по безопасности дорожного движения. Все это мы видим в соцсетях. Эта работа приносит свои плоды. Также хочется здесь отметить, вот, работники полиции, участвуя в различных спортивных соревнованиях, своим личным примером профилактируют здоровый образ жизни. Работает в тесном сотрудничестве и во время проведения мероприятий, и во время дежурств, канун праздников, выборов. Вы знаете, да, в многих населенных пунктах участвуют в школах. Мы всегда вот находим взаимопонимание и поддержку. Уверен, что такая совместная работа будет продолжаться. Бисмилля, альхамдулилля, ассаляту вассаляму аля расулилля. Ассаляму алейкум рахматуллах. Уважаемые братья, гости, также президиум, имам Сулейман-Стальского района Хасан Маханов. Ну, наверное, некоторые могут подумать, вроде светские люди здесь, а имам что делает? Участковый отчет дает. И, как мы всегда слышим, религия отделена от государства. Здесь дело в том, что религия не отделена, это не имеется в виду, что государство не имеет права сотрудничать с религиозными деятелями, и они наоборот тоже. Здесь имеется в виду, что Россия это светское государство, Российская Федерация. То есть здесь ни одна религия не может быть главенствующей. Ни ислам, ни христианство, ни другое. В этом смысле это было сказано, это светское государство. А насчет демократии, этого в нашем государстве хватает. И религиозная организация тоже владеет своими правами. И мы тоже, альхамдулилля, этим пользуемся. В этом плане, насчет участкового нашего брата Расима Рафиковича, если сказать, действительно человек работает с нами. С религиозными организациями района работает, и он работает, и другие участковые. Он приходил в мечеть, я тоже хоть не местный имам, я здесь с этого села, это родное село, и часто бываю здесь, и могу дать оценку. Например, он беспокоился о том, что когда здесь имама не было у нас, некоторое время было такое, что один имам ушел, другой пока не поставили другого, он беспокоился об этом. И, альхамдулилля, уже новый имам есть у нас, с ним тоже работает он. И еще хочется сказать, что вот плохого про него не слышал я. И сам тоже такое плохое вспомнить хотел, не получилось тоже. Видно, что молодой, энергичный, работать хочет человек, и пусть Аллах поможет. Главное, участковому приносить пользу людям. И чем он не занимается. Баракаллах. Уважаемые жители, у нас присутствует наш куратор, полковник полиции, замначальника УБЭП республики. Если, может, к нему какие-то вопросы у вас будут на республиканском уровне, что касается нашего района, он готов на них ответить. Так что не стесняйтесь, какие-то вопросы есть не только по теме отчета участкового полномочия, но и по другим вопросам. Мы готовы на эти вопросы ваши ответить. Если кто-то хочет выступить, не стесняйтесь, выходите, задавайте вопросы. Хочу отметить, что администрация сельских поселений тесно взаимодействует со всеми структурами подразделений района. Считаю необходимым продолжить совместную эффективную работу. Социально-общественная политическая обстановка на территории сельских поселений остается стабильной. С участковым полномочием полиции является главным связующим звеном с населением, гарантом защиты прав
и свободы человека и гражданина от преступных посягательств. Ежедневно совместно с полномочным участковой полиции Амировым Расимом Рафиковичем посещаем мечеть село Минхюр, ведем беседу с жителями села, прихожанами, организовываем встречи, собрания, сходы. Также проводим мероприятия в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии, совместно с народом дружиной. Привлечение участкового полномочия полиции по профилактике наркомании, правонарушений, проводить действия распространения идей терроризма, экстремизма, национализма в молодежной сфере. Совместно с участковым полномочием полиции Амировым Расимом Рафиковичем проводим работу на территории селения Минхюр Сульмистальского района в рамках исполнения указа временно исполняющей главы Республики Дагестан с 23 октября 2020 года номер 96 о дополнительных мерах по противодействию распространению нового коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан. Проводится работа с населением о том, что в общественных местах ношение средств индивидуальных защиты обязательств. Проверяем объекты торговые и на предмет соблюдения масочного режима. За время несения службы в селении Минхюр Амиров Расим Рафикович показал себя с положительной стороны. Желаем ему удачи, терпения, нелегкой на работе. Уважаемые жители села Минхюр, уважаемый Багаудин Кутбудинович, нам очень приятно, что проводится такое хорошее мероприятие здесь в селе Минхюр. Это еще раз подчеркивает, какое внимание уделяется системой МВД отчету участковых полномоченных полиции. Ваш приезд именно подтверждает это. Это и лишний раз доказывает диалог власти, диалог полиции с населением. Тем более сегодняшний праздничный день. Поздравляю вас с праздником. Здесь выступал и имам нашего района, и представители системы образования, начальник управления образования, и жители, и тренера. Поэтому очень приятно, что в таком формате проходит это мероприятие. Это лишний раз доказывает, что какое внимание системе МВД проводится работе на местах. Уважаемые друзья, конечно, мы видим здесь, в этом селе, одно из крупных сел нашего района, в последнее время происходят определенные изменения. Изменения в качественную сторону необходимо отметить. В селе практически все досуговые мероприятия, есть условия проведения досуговых мероприятий. Буквально недавно построили 2 спортивные площадки, парковую зону. То есть есть людям где отдыхать. Новая современная школа, как раз мы сегодня участвуем в этом. Есть 2 спортзала, парк, музей. То есть это все позволяет нашему населению трудиться и проводить досуг. Есть возможность быть самозанятыми. Здесь проходят большие инвестиционные проекты по виноградарству, по другим отраслям агропромышленного сектора. Конечно, в этих условиях соблюдать и в этих условиях контролировать порядок, чтобы не было правонарушений не просто так. Потому что создаются условия, и в то же время определенная часть нашего населения живет за чертой бедности. Увеличиваются кражи, другие правонарушения. Проводится работа, мы видим по настроению жителей, что участковый не просто знает по имени, но и по отчеству. Это говорит о многом, это говорит о том, что участковый работает в непосредственной связи с населением. Бывают мечети, бывают школы, бывает на различных мероприятиях. Мы это видим, мы только за последние годы несколько раз собирались здесь, в селе, проводили различные сходы, собрания жителей. Везде был обеспечен правопорядок. И по количеству правонарушений это село, насколько я помню, насколько я знаю, меньше многих сел нашего района и республики. Конечно, проблемы есть у нас, проблемы и взаимодействия, проблемы и развития социально-экономического различных отраслей. К сожалению, в селе до сих пор нет детского садика, но подготовлен земельный участок, и правительство нам обещает в ближайшее время построить и садик на территории села. Я думаю, это тоже нам даст возможность уменьшить количество правонарушений.
Проблем, конечно, как и во всем районе, и здесь в селе немало. Нам бы хотелось, чтобы не просто эта связь с населением, чтобы и наши жители понимали, что такое правонарушение, что нельзя делать, что можно. В этих вопросах, конечно, роль участкового, она очень сильна. Есть моменты, где наши административные комиссии, к примеру, администрации, другие структуры администрации, работая, желают, чтобы участковые тоже помогали. К примеру, вот мы заезжаем в села, мы видим на территории школ, посадили маленькие сады и видим живность, кур и так далее, и так далее. Если директор школы, если завхоз школы, если педагоги не справляются выводом кур, я думаю, это вроде бы мелочь, да, но в то же время определенный труд наших педагогов, наших детей, он, получается, остается, то портится то, что сделано руками наших педагогов. И в таких маленьких мероприятиях, конечно, участковый было бы неплохо помогал бы. Но здесь я вижу, в селе порядок есть, видно взаимодействие. Я вообще на перспективу говорю. Во многих селах у нас есть несанкционированное складирование строительных материалов годами. Я понимаю, мы строимся, и в это направлении нам бы хотелось, чтобы участковые тоже помогали администрациям сел. Есть самозахваты. Вот мы недавно чистили мелиоративные каналы, это опять-таки делается для жителей. Мы видим годами построенные здания, заборы и так далее, и так далее. Конечно, я понимаю, это не прерогатива, не все эти правонарушения прерогатива полиции, но в любом случае, когда человек в форме рядом находится с главой администрации или с представителями администрации, это дает определенный эффект, конечно. Но в то же время и население попросил бы, чтобы активно участвовать в профилактике правонарушений. Если вы видите что-нибудь подозрительное, какое-то действие, сейчас проблема с наркоманией, мы видим, что травит наших детей, нашу молодежь. Вот в этом вопросе нам бы хотелось, чтобы люди информировали полицию, информировали участкового. Помните, наши органы правопорядка последние годы, сейчас мы спокойно живем, трудимся, как наводили порядок по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Нам дает возможность взаимодействия и дальше соблюдать хорошее состояние нашего района, стабильную общественно-политическую ситуацию. В общем, работа проводится, я тоже хочу отметить это. И, пользуясь случаем, хочу и Багаудина Кутбудиновича, и наших представителей, гостей пригласить на открытие стелы. У нас в селе Новомага открывается стела «Скорбящая мать». Желаю вам мира, добра и с праздником. Спасибо. Если вопросов никого нет, на этом отчет участкового мы считаем завершенным. Всех спасибо, что пришли. Благодарю. Если хотите отдельно обратиться к куратору, обратитесь к куратору, есть какие-то секретные разговоры есть. Спасибо.